Я тут немножко косточки раздала. У меня был пакет с костями. С большими, с такими балалайками. Вот, я тебя видела. Ты недавний мальчик. Красивый. Вон кавказец сидит. Большой. Он очень хочет домой. Вон. Мои кости пошли в расход большие. Этот что-то не грызет. Вот этот, кстати, такая злыдня. Ну ничего, я тебя не трогаю. Здесь, я так поняла, были щенки. Никого здесь. Какие красивые собаки, да. Хасятки. Хасята, вы хасятки. Кто такой тут старичок сидит, да? Молча сидите. Молча сидите. Привет. Все в порядке? Все в порядке. Тут вот такой мальчик. Ты мальчик, ты мальчик. Такой громкий. Такой громкий. Да, да. Ты громкий. Все, подожди пока. Все. Че слабо? Здесь хасята тоже сидят. Такие красивые. Не ругайся. Ой, какой. Мишка. Привет. Я тебя тоже видела в отлове. Он какой гигант сидит. И он какой маленький. Ой, какой ты большой. Как я люблю больших собак. Это у тебя нос дырявый. Черненький вот. Ты хороший черненький. Нормальный. И там рыженький еще. Все, не гавкайте. Тоже красивый мальчик или девочка, да? Можно? Можно. Тут тоже вот такие красавчики сидят. Вот такая вот девочка, скорее всего. И лайчак. Там вон кавказец. Здесь вот такие мелкаши сидят. Небольшие. Че плачешь? Ну все, не ругайся. Вот так. Ага, я поняла, что ты приехал, да? Ой, блин. Не, он просто всех. Вот это старая вот эта вот. Эй! Лает. Хороший борода. Ой. Они тут забивают. Шли, чтоб не дрались. Сено есть, кстати. И много. Очень. Этих я видела. Чего? Она хорошенькая. Ой, какая здоровая. Ой, какая жирненькая. А вон там девушка. Ой, что почему с ногой? Любит. Любовь такая. Лаечки. А вон. Смотри, какая. Пухнастая вон она. Вон там. Ну, че такая? Ты тоже меня нюхала, да? Не меня нюхала. Манюхала. Сейчас подъедем, ага. А тут сейчас вон сидит. Мишутка. Ага. Вот такая вот. Ой.
хорошенький. Ага. Стоп. Ой-ой-ой. Кровь глубиной идет из головы. Прямо из головы и вытекает куда-то возле глаз. Кровавые сопли, он не дышать не может, ничего. И что-то с носом, такое ощущение, что его просто били по голове. У него там внутри гематома, похоже, которая кровит и гноится. И что-то, видимо, носовая перегородка сломана. Он не может дышать. Что произошло? Самое, я могу убрать говно, все что угодно, но только не сопли, ради бога. Аж закурить решила. Ты сопливый еще. И на Ксюшу наблевал. Ну, Ксюшу зачем наблевал? Мне нужна срочная химчистка автомобиля. Вон Катя с Ксюшей. Пошли. Давай. Пойдем. Он вообще не идет. То есть там пару сантиметров, да, только до сердца? Можно я сфоткаю? Конечно, можно. Это справа ребро, слева от сердца. Угу. Разными патронами лужами стреляли. Ага. Где-то мы. Смотри. Счастливчик, да? Так и назовите. 15, 17, 18, 19, 20. 20 принял. Боже, так пойдешь? Да. Сейчас еще с Ксюшей поедем в Поливет. У нее вывих. Да, Ксюш? В него стреляли. 20 с чем-то ранений из разного оружия. Вот нам дренаж поставили. Ксюша? Зашли сейчас немножко перекусить, потому что с самого утра на ногах, еще не ели, не пили. Сейчас перекусим, заедем в еще несколько аптек, потому что, как оказалось, что те медикаменты, которые нам нужны, они по рецепту выдаются. Поэтому объедем несколько аптек, поищем там, где этот рецепт можно купить. Эти медикаменты купить без рецепта. Ну а потом едем на дом, будем определять наших новеньких. Нашей новенькой, да, лапу вправить так нам нигде сегодня не удалось, потому что тот хирург единственный, оказывается, у нас на весь Якутск, он у нас в отпуске отдыхает где-то за границей. Нам посоветовали еще одну ветеринарную клинику, где, возможно, нам смогут помочь, но это только завтра. Кушаешь, да? Кушай. Мы вот такой вот покупаем коробками. Вот у нас Катенька. Это у нас сальса. Да? Сидит. Это у нас... Он уже хрюкает какой. Подметает. Это наш Сэм. Ой, как его? Сид. Уже более-менее веселенький даже. Повеселел, покушал. Но он очень любит кушать. Да. Хрю, да. Ну ты очень любишь кушать, да. Ты кушать любишь. Нет, он вживую выглядеть стал гораздо уже лучше. Подхрюкивает, правда. Наша Рада выпустили из комнаты детей побегать. Дети съели линолеум, да? Зачем съели линолеум? Вон, Тафи. Все в сборе.
Чтобы детей познакомить с Сальсой, Сальсе пришлось одеть намордник. Она особо не против. Поняла? Серьезная тетя, еще и сломанная ручка у нее. Сегодня мы были в ППЖ, посмотрели, как там сейчас содержатся собаки, сколько там собак. Собак много, собаки все разные. И очень сильно расстроило то, что, глядя на то, какие собаки забираются из ППЖ волонтерскими группами на вылет, на выезд, там, переводятся на передержки, часто это собаки, принадлежащие какой-то породе, либо молодые собаки, здоровые собаки. И немножко сегодня огорчило то, что там находится очень много собак, которые действительно нуждаются в помощи. Есть собаки, у которых что-то с лапами, это вывихи, это переломы. Есть собаки очень истощенные, то есть совершенно вообще скелеты собаки. Есть собаки средних размеров, уже взрослые собачки средних размеров, которым там тяжело выживается среди более крупных своих сородичей. Тоже они худенькие, не допускаются до еды при принятии пищи. То есть есть запуганные совершенно собаки, ну и с другими различными травмами. Сегодня мы забрали собачку с вывихом лапы. Очень проблематично нам придется с ней, потому что у нас в Якутске есть только один хирург, который занимается вывихами и переломами, и он на данный момент находится в отпуске и будет только, как нам сказали, в конце апреля. Завтра мы будем искать, где все-таки нам смогут оказать помощь собаке, потому что до конца апреля находиться в таком состоянии с лапой, ей это причиняет очень сильную боль. То есть она не наступить не может, она боится вообще, что когда к ней даже подходят, что, не дай бог, заденут лапы. А также сегодня мы столкнулись с тем, что, забрав того рыжего пса, назвали мы его Сид, так как он нам показался похожим на ленивца из мультика «Ледниковый период». Собака, затрудненное дыхание, у собаки из глаз, из носа, из ран, которые находятся в области переносицы. Это все кровоточит, это все страшно гноится, это все имеет страшный гнилостный запах. Собаке это мешает дышать, то есть она постоянно хрипит, она хрюкает, она захлебывается. Эта слизь выходит огромным количеством. То есть, обратившись сегодня с этой собакой в клинику, как оказалось, то есть мы ужаснулись вообще, насколько человек все-таки может быть жестоким. У собаки обнаружено более 20 пулевых ранений. То есть внутри пса находится 20 пуль. Они находятся абсолютно по всему телу. То есть там 3 пули в голове. Рентгеновские снимки мы приложим к видео. В голове, в лапах, в теле. То есть вообще абсолютно везде. Но, видимо, Сид у нас родился в рубашке или золотой ложкой в пасти, потому что все пули, они находятся, закапсулировались и находятся где-то в миллиметрах жизненно важных органов. То есть ни один жизненно важный орган не пострадал, поэтому он чудом остался жив. Но все это ему мешает, особенно те пулевые ранения, которые задели, как это вот это... Переносицу, слизистые каналы. Слезы вот эти носовые, какие-то там каналы, все это задето, пробито, поэтому нам сегодня поставили дренаж. То есть у него сейчас стоит дренаж, нам сделали несколько рентгеновских снимков полностью всего тела. То есть у нас куча уколов прописано, куча лекарств. И я думаю, что мы очень, конечно, постараемся, но я думаю, лечение будет не быстрым. То есть сейчас самое главное, чтобы вот этот гной весь отошел, чтобы ему стало легче вообще дышать. Аппетит, слава богу, у него хороший. То есть это радует, что нету каких-то там дополнительных инфекций. То есть мы будем очень стараться, и я очень надеюсь, что расходы как бы колоссальные. Мы сегодня понесли колоссальные расходы, чтобы помочь нашей собачке с лапой. Данная процедура, как нам сказали, будет стоить не менее 15 тысяч рублей. В чем такая большая высокая стоимость, мне пока непонятно. Но, видимо, еще есть проблемы вообще с
с самим ветврачом, который может провести данную процедуру. Касаемо СИДа, часть лекарств мы уже сегодня приобрели на те средства, которыми мы на сегодняшний день обладали. Но лекарств, антибиотиков, сами инъекции, то есть сами вот ездит на уколы, это постоянно надо вот эту жидкость у него сейчас как бы откачивать, то есть это постоянно надо промывать и вот что-то с глазом, потому что из глаза тоже сочится кровь и гной. Поэтому мы очень, как никогда, сейчас рассчитываем на вашу поддержку. А также хочу сказать, что собак, которые нуждаются в помощи, их очень много. Хотелось бы, конечно, помочь и той, и другой собаке, но сегодня мы вот посчитали, что и в принципе мы, ну как сказать, не промахнулись, то, что мы забрали именно этих собак, потому что этих собак очень будет проблематично и долго вести до выздоровления. Но на самом деле очень хочется посмотреть, каков будет результат. И очень рассчитываем на вашу помощь и поддержку, потому что сборы, что на ремонт забора, что на переезд, что на строительство вольера или на какие-то другие моменты, они вообще стоят на месте. То есть поэтому мы из того, что есть, стараемся как можно больше там каких-то своих сил, ресурсов привлечь. Но уж с лечением непосредственно с помощью собак, я думаю, все-таки вы поможете, и мы все вместе поможем СИДу. Раз он уже выжил после 20 пулевых ранений, то, наверное, он достоин того, чтобы жить